أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изатил хасана. Ваджадилхум биллати хия ахсану. Инна раббака хуа а'ламу биман далла ан сабилихи ва хуа а'ламу бил мухтадин». То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, что призывай на путь Аллаха мудростью, بالحكمة والموعظة الحسنة, и с добрым увещеванием. И веди спор, если придется спорить с ними, наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Уд'у иля сабили раббика бил хикмати», с мудростью. Что такое мудрость? Что такое призыв? Призывай к пути Аллаха с мудростью. Во-первых, для того, чтобы призывать к пути Аллаха, нужно знать, что такое мудрость. Мудрость – это совокупность знаний, внутренних морально-нравственных устоев и жизненный опыт, и разум, и духовное состояние. Совокупность вот этого. Без знаний, конечно, невозможно к чему-либо призывать, потому что как же ты будешь звать к тому, чего ты не знаешь. Из-за этого Аллах Субхану ва Тааля говорит, что не может сравниться знающий человек с незнающим, с невеждой. Масалюхум кальбасир валь а'ма. Ихний пример как слепой и зрячий. Если ты отправишь зрячего человека, он придет с тем, зачем ты его послал. Если же отправишь зачем-то слепого человека, он кроме того, что набьет себе шишек, и кроме того, что попадет в яму или какую-нибудь перипетию, какие-нибудь нехорошие истории, он с ничем, с никаким добром обратно не вернется. То есть для того, чтобы получить знание, мы должны знать, что такое само знание. Да, человек может получить знание. Это первое. Без этого, без знания невозможно призывать к пути Аллаха. Если, например, обратимся к имаму Аль-Газали, он говорит, что для получения знаний, о сын мой, обращаясь в своей книге «Айюхаль валад», он говорит: о, сын мой, к тебе придут 4 человека, чтобы получить знания. 3 из них запрещено давать знания, харам. И только 1 из них разрешается давать знания. Кому же запрещено давать знания? Кому же запрещено вообще брать знания, если он не облагоразумится? Это первое. Завистник. Злой завистник, который говорит, что вот я тоже выучу несколько сур, несколько аятов и несколько хадисов, и тоже выйду там на трибуну и буду вещать и призывать людей к исламу, потому что я сам пришел к исламу и вижу, что здесь очень интересно, очень хорошо, даже я вот стал там мусульманином, здесь все так прекрасно, пусть все идут сюда. Хочется кричать этому человеку и говорить, что я тоже выучу несколько аятов и хадисов, выйду перед экраном, перед камерой, и начну говорить, будучи вычитывать из книг разные цитаты или буду разными терминами бомбить людей, извиняюсь за это выражение. Но это завистник, говорит Абу Хамид Аль-Газали. Этот злой завистник. У него цель просто для того, чтобы тоже выйти на уровень какого-нибудь ученого и как бы играть в ученого. Сейчас очень много таких людей. Раньше, когда
дети в деревнях играли в партизан, там, шпионов-разведчиков, или же там дочки-сыночки, или там семейки. Сейчас есть другие игры, компьютерные или другие какие-то, или же в основном человек, если больше другими играми не хочет заниматься, он начинает играть в так называемый ислам. Начинает играть в ислам. Изображает из себя ученого, изображает из себя какого-то знающего человека, и тем самым он просто показывает, что он тоже хочет быть наравне с теми людьми, у которых есть знания. Второй, которому запрещено давать знания, о, сын мой, говорит Абу Хамид аль-Газали, это ахмак. То есть тот человек, которому ты говоришь, что вот все, вот это вот так, вот белое это белое. Он слушает тебя, смотрит на тебя и говорит: нет, по-моему, это не белое, это черное. Ты ему говоришь: ну ладно, пусть по-твоему, это черное. Он говорит: нет, по-моему, это белое. То есть он противится, он не хочет воспринимать. Он упертый в своих размышлениях и в своем видении этого мира, этих знаний, и он не хочет исправляться. Как бы ты ему ни объяснял, что ислам – это совокупность знаний, это совокупность божественной милости, духовного, морального, эстетического, всего человеческого, и для этого нужно пройти очень большой путь. А он говорит: нет, достаточно взять Коран, хадисы, и тоже можно вычитывать то, что тебе нравится. Этому тоже давать знания харам, говорит Абу Хамид аль-Газали. Третий – ангра, как называют татар. То есть недостаточно ума у человека. Ты ему объясняешь какую-нибудь тему, долго все разжевываешь, через несколько минут он подходит и задает вопрос на эту же тему. Ты ему опять объясняешь, он опять не запоминает или не понимает, но не пробивает его это. И опять задает тот же самый вопрос. И так до бесконечности. Вот эти три категории людей. Аль-хасад – завистник, ахмак – тот, который упертый в своем видении, то есть который не хочет исправляться, и ангра – тот, который с недостатком ума, с невосприимчивым умом, то есть с недостаточным умом. Вот эти три категории людей, которым нельзя давать знания, потому что это не ахлю гильм, это не те люди, которые могут довести потом это знание до людей так, как его надо. Четвертый человек, которому халяль нужно давать знания, это тот человек, искренний человек, который хочет, получив знание, хочет просто поклоняться Аллаху и больше ничего. Если его спросят, если ему зададут вопрос, он подумает, а потом только, если у него есть информация, если у него есть знание, ответит. Если у него не попросят, он не ответит. Если на него возложена обязанность имама, или муэдзина, или учителя, или же того человека, который обязал, например, муфти, или какой-нибудь его ученый, который обязывает своих учеников, говоря, что на уровне общества, которым вменено в обязанность рассказывать людям об исламе, проповедовать людям ислам, совершать дагват, в данном случае они начнут призывать людей. «Удау иля сабили раббика бил хикмати валь маугизатил хасана» относится к этой категории людей. Очень много людей, которые из числа тех, не получая знаний, не зная достоверных знаний. Что такое достоверные знания? Мы все знаем, что эти знания полученные из трудов, источников ученых Ахль-Сунна валь-Джамаат. Только Ахль-Сунна валь-Джамаат, последователи 4 школ, 4 мазхабов, Абу Ханифы,
Мухаммад Идрис Шафии, Малик ибн Анас, Ахмад ибн Ханбаль. Только в данном случае у суннитов, ахль-сунна аль-джамаат, только ученые вот этих мазхабов правильно доносят ислам. Остальные же что? Остальные аль-бидра нововведением занимаются. Те люди, которые не получают эти знания и выходят проповедовать ислам, на которых еще и не возложена обязанность ни муфтием, ни имамом этой махалли или каким-нибудь ученым, которого признало полностью общество, этот человек совершает ошибку и преступление. Он сам не знает ислам и начинает проповедовать ислам. Как же ты можешь призывать к чему-либо, если ты его не знаешь? Как же ты можешь учить людей делать операцию на сердце, если ты боишься крови и никогда не видел, как совершают операцию хирурги? То же самое в исламе. Когда мы говорим такие сравнения, когда начинаем приводить такие сравнения, нам говорят, что нельзя сравнивать ислам и вот это мирское. А с чем же еще сравнивать? Аллах Субхану ва Тааля послал нас на землю для испытаний, для того, чтобы мы на практике полностью претворили в жизнь те знания, которые Аллах Субхану ва Тааля дает своей божественной милостью. Тому, кому он раскрывает грудь для ислама, он находится на прямом пути. Он может получить и знания, он может и практиковать эти знания. Тому, которому сжимаем мы грудь для ислама, он заблудился далеким заблуждением, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Он думает, что знает, но он не знает, он возгордился. Так же, как и фараон, когда к нему подходит Муса, алейхиссалям, и Харун, алейхиссалям, и говорит, что существует Аллах, Субхану ва Тааля, нужно следовать его повелениям. Он говорит, да я сам Аллах, астагфируллах. И подо мной текут реки. И сейчас Хаман, мой визирь, построит башню, чтобы дойти до Господа Мусы и Харуна, алейхиссалям. И я достигну и поговорю там с ним, кому они призывают. И я думаю, говорит фараон, что и Муса, и Харун, алейхиссалям, они оба лжецы. А в действительности лжец сам фараон, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Нужно быть осторожным. «Уду иля сабили раббика бил хикмати валь маугизати л хасана», призывая к пути Аллаха с мудростью и хорошим увещеванием, для того, чтобы начать призывать, совершать дават. Для этого нужна мудрость. Мудрость, еще раз повторяю, это совокупность всех знаний, не только религиозных, но и светских знаний. Плюс к этому жизненная практика, жизненный опыт, плюс к этому расположенность к этому. То есть у некоторых людей бывает расположенность к получению знаний и претворению его в жизнь, практикованию. У некоторых людей этого не бывает. У человека, проповедующего ислам, должна быть отношение к исламу такое, что кроме Аллаха для него ничего не существует. Не таким образом, которые говорят, что я верю только в Аллаха и больше ничего не боюсь, больше ничего не надо. Нет, не такими словами. Это слова. Человек, который действительно факир по отношению к Аллаху, который стремится только к Аллаху, он не ходит и не распространяется об этом, он служит Аллаху. И в его поведении, во всех его действиях это видно. Это видно. И у него бывают основы, фундаменты полученных знаний, цепочкой достигает до самого пророка Мухаммада ﷺ. Мудрость. Человеческие мораль и ценности, нравственные ценности, морально-этические, нравственные ценности должны быть у человека. Он должен исполнять не только те аяты, которые ему нравятся, но он должен постараться придерживаться всех аятов, насколько хватает его сил.
بالموعظة الحسنة, и с красивым увещеванием. Если человек не умеет разговаривать, если он косноязычный, вспомним Мусу, алейхиссалям, он сказал: о Аллах, ты меня посылаешь пророком, но ведь я косноязычен, меня кроме Харуна-то никто не понимает. И Аллах Субхану Тааля дает ему помощником Харуна, алейхиссалям, его брата, потому что он был красноречивым. После этого Муса, алейхиссалям, да, через некоторое время научился, но они проповедовали вдвоем, вместе. «Уд'у иля сабили раббика бил хикмати валь мав'изатил хасана», призывая к пути Аллаха с мудростью и с хорошим увещеванием. Если на тебя не возложена обязанность призывать к исламу и распространять исламские знания вышестоящим, а вышестоящие – это ученые из числа муфтиев, из числа казиев, из числа тех руководителей этой общины, данной местности, не какой-то определенной группы, которые прячутся и делают гадости остальной частью общества. Не такие эмиры, не такие руководители, а руководители всех мусульман общины, такие как муфтии. Если на тебя он не возлагает обязанности, имама, муэдзин или кого-то другого, который должен проповедовать, то нечего туда соваться. Вместо того, чтобы объяснять ислам, нарушишь ислам, введешь какие-то нововведения и заблудишься не только со мной, и заблудишь остальных, и в судный день схватят тебя за воротник, возьмут тебя за грудки те, которым ты объяснял ислам, и которые заблудились из-за тебя. И после этого что будешь делать на судной площади? Возьмут все твои вознаграждения, и ты останешься банкротом, муфлис, и останешься без ничего. Да упаси, убереги Аллах нас от заблуждения и поведи прямым путем всех мусульман, и прости грехи всем нам, всем мусульманам, и помоги всем мусульманам, которые сегодня под каким-либо гнетом. Освободи их от разного вида гнета и сделай так, чтобы мусульмане тоже были вместе, единой общиной, и шли по твоему пути в мире, в согласии и любви. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.